Добрый день, меня зовут Нурбек Садыков, я адвокат. Хочу вам рассказать, что 8 июня 2022 года Конституционным судом Кыргызской Республики рассмотрено дело по проверке конституционности статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующего вопросы неразглашения данных досудебного производства. До рассмотрения Конституционным судом этого вопроса следователи без обоснования, зачем нужно отбирать подписку, просто могли отбирать подписку у сторон для того, чтобы те в дальнейшем не раскрывали данные досудебного производства. При этом неясно было, что такое данные досудебного производства, на какой период эта подписка о неразглашении данных досудебного производства действует, и что он не может рассказать по выходу из кабинета следователя, на какие случаи эта подписка распространяется, а на какие случаи оно не распространяется. В этой связи адвокаты подали в Конституционный суд соответствующее ходатайство, и 8 июня Конституционный суд рассмотрел это дело с участием не только представителей Джорху Кенеша, Министерства юстиции, но и Конституционный суд привлек к этому делу представителей Верховного суда, Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. По итогам рассмотрения этого дела Конституционный суд вынес решение о том, что в определенной части эта статья противоречит статье 23 Конституции, статье 32 Конституции, где указывается, что ограничение прав человека должно быть соразмерным, и о том, что каждый имеет право на свободу выражения мнения. И Конституционный суд обосновал, в каких случаях все-таки может быть отобрана подписка о неразглашении данных досудебного производства, а в каких случаях, даже если отберут эту подписку, не может распространяться это ограничение на свободу выражения мнения. То есть человек в любом случае в каких-то моментах может рассказать об обстоятельствах дела. И Конституционный суд указал эти случаи в конкретной последовательности. К примеру, ни в коем случае не подлежит ограничению права на распространение информации по поводу факта совершения преступления, о возбуждении уголовного дела, о применении меры пресечения и так далее. То есть этим Конституционный суд дал оценку статье 167 Уголовно-процессуального кодекса. По исполнению данного решения Конституционного суда Министерством юстиции Кыргызской Республики уже подготовлен проект закона, он уже согласован с министерствами и ведомствами, рассматривается в Джорху Кенеше, и в рабочем порядке рассматриваются отдельные моменты этого проекта закона. Я думаю, что такие решения всесторонние, обоснованно рассмотренные, только улучшат понимание правовой среды, улучшат жизнь в Кыргызской Республике.